Стивен Спилберг как-то сказал: быть режиссером — это все равно, что проживать множество жизней. Думаю, что и в кино люди ходят по этой же причине. У якутского кинорежиссера Александра Лукина с начала 23 года вышло в прокат целых две картины. «Две маленькие жизни за один год». Это программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова, и сегодня Александр у меня в гостях. Саш, привет. Здравствуйте. Начнем с первого фильма по порядку, да, с «Белого ангела тундры». 3 года шла работа. 3,5, если точно. 3,5. Это от начала съемок и до проката, или от сценария? Или от начала съемок, конечно. Или с момента разбивания тарелки? С момента разбивания тарелки, наверное, скорее всего. Автором сценария является Василий Васильев, Харысхал, наш народный писатель Якутии. К сожалению, его сейчас рядом с нами нету. Он ушел из жизни вот совсем недавно, 2 года назад буквально. Эту тему поднял он. Еще лет где-то 5-6 назад был написан спектакль, постановка в Мирнинском театре Петром Трухановичем. Увидев эту постановку, тогдашний глава Оленёкского улуса Александр Степанович Иванов принял решение, что чтобы эту историю узнали больше людей, чтобы история все-таки нашла вот своего зрителя в широком масштабе, скажем. Решили экранизовать эту картину, спектакль. В то время я работал вторым режиссером у Никиты Никентьевича Аржакова. Работали над картиной «Тыгандархан». Это была такая эпическая, большая, огромная картина, где надо было прям полностью... я существовал в 16-17 веке в то время. Я погрузился глубоко в эту тему, изучением истории. Я проездил все музеи нашей республики. И вот когда прям в этом самом таком, когда мы находились в порыве работы, Василий Егорович так невзначай предложил мне поработать еще над одной картиной во время съемок Тыгандархана. Конечно же, мне как-то сперва было чуждо, как это над 2 проектами одновременно работать нереально. Но переговорив с Никитой Аржаковым, переговорив с Александром Степановичем, с главой Оленёкского улуса, приняли решение, чтобы начать картину, начать старт съемок, чтобы приступить к экранизации спектакля. Для меня, сперва услышав эту историю, прочитав сценарий, то есть спектакль, сперва, мне как-то... Не зацепила сразу тема? Не то, что зацепила, зацепить-то зацепила, а вот мне чуть стало страшновато. С какой стороны подойти или как? Да, она сама история, она очень тяжелая, о трагической судьбе молодой девочки из Ленинграда. Мне как-то, я знаю то, что вот эта творческая работа именно в качестве режиссера, это надо все самому пережить. Почему так долго снимали 3,5 года? Да. Потому что мы снимали историю там, где она произошла, это в Оленёвском улусе, в селе Желенда. Это настоял ведь Александр Иванов, да? Это настоял Александр Степанович, то, что история должна сниматься там, чтобы была показана оленёкская природа, тундра, чтобы в кадре были жители Желендинского наследия, Оленёкского, Оленька тоже. Поэтому первая наша экспедиция с Василием Егоровичем, это была такая ознакомительная. Я познакомился вообще с культурой северной. Она совсем не похожа на нашу якутскую. Совсем начиная от одежды, заканчивая обрядами. Все другое, да? Да, абсолютно другое. Так как у нас фильм исторический, в экране показывается 1937 год, поэтому, чтобы было правдоподобно, я начал изучать историю и их культуру именно по художественной литературе, по разным... архивным каким-то? Да, по архивам. И вот там уже совсем другое. Сам я удивился. Для меня это было тоже очень, очень интересно работать. Устраивали большой кастинг, прям желающих было очень много. Прям с Василием Егоровичем с утра до вечера смотрели желающих, жаждущих принять участие в этом проекте. Именно дорога к этому фильму, она сама открывалась. Если по-якутски, это Артыктара, Арылла. Всегда
кормили духов, ну, по якутским традициям, обычаям все это было сделано. Особых таких сложностей в реализации фильма я не испытывал. Была огромная поддержка со стороны оленёкского народа, со стороны администрации ЛНК. Наш проект поддержали Министерство культуры нашей республики, уже выделили финансирование. Затянулись на 3,5 года именно по логистике, по организации. Ну, это, кстати, это мы здесь, в Якутии, привыкли, что у нас фильмы за один год снимаются, да? А для российского, например, это нормальный цикл 3 года? 3 года – это нормально, да. Это, вот 1 месяц, вот это ненормально. Все-таки, если к теме подходить серьезно, то, конечно, нужно время. И самое главное, конечно, в производстве кино – это подготовительный период. Съемки, они могут пройти коротко. Вот именно подготовка, когда промалывание всего вот этого материала, изучение. Вот мне интересно, и вот мне самый интересный этап в кино – это именно подготовительный период, ну, для меня. Ага. Вот ты упомянула про кастинг, что было много желающих, но, наверное, самое сложное это было все-таки главную актрису найти. Там же какая-то была история, что сначала одна должна была быть, потом хотели кого-то снимать, потом вот другую нашли. Мы с Василием Егоровичем проводили кастинги, вплоть доезжали даже до Москвы. Прошерстили все университеты, институты наши здесь в Якутске. Потом даже объявляли кастинг по социальным группам. Почему-то вот именно той Капитолины, она долго не появлялась. Мы просмотрели множество лиц, множество желающих, претендентов, кандидатов. Ага, готовы были, значит, уже российскую актрису какую-то приглашать? Да, в конце да? концов приняли решение, что давайте пригласим российскую актрису. Василий Егорович меня, он в то время вот работал над архивами в Москве, и вот он меня позвал, у него всегда так все быстро. Саша, все, собирайся, приезжай завтра, тут у нас кастинг. Где? В Москве. Я сразу же прилетел в Москву, там начали работать с постоянным представительством. Они нам предоставили помещение, да, разослали объявление. Я тоже по своим каналам бросил клич. И да, в Москве тоже было очень много желающих. У меня порядка там 30 девушек приходили на кинокастинг. Я уже был готов, я устал искать, если честно, в то время. Вот Москва, это была для меня уже последняя такая надежда, то что, ну, все, берем отсюда хоть кого. Но Василий Егорович, он, не знаю, он уже видел ее, какая она должна быть. И хотел, что именно вот такая, да, как чтобы какой она он... была, вот он ее искал, и вот и все вот эти претенденты, которые вот пришли на кастинг, ему тоже не понравились, не нравились. А у него было решающее слово. А у него, да, ну, конечно, решающее. Ну, для меня это, чтобы начать уже процесс, нужна актриса. У нас уже горит 2-я экспедиция. Мы на 1-ю экспедицию ездили, если мы знакомились с материалом, там, проводили кастинги у них. 2-я экспедиция, я хотел уже, чтобы была актриса, чтобы уже съемки, ну, чтобы начать уже съемки снимать. Потому что уже деньги были выделены, уже и договора, говорят, ну, подписаны, там уже надо декорации. Уже начинать. Да, уже надо начинать. Но опять же Василию Егоровичу актрисы не понравились, и вдруг мы уже приехали, я уже отчаялся, уже 2-я экспедиция горит на носу, надо выезжать, актрисы нету. И в это время из АГИКИ, из Арктического государственного института, пришли 2 девочки к нам на кастинг, сами. Я тоже, по-моему, бросил объявление, по-моему, с Марией Маркеловной мы там переговорили, это преподаватель в АГИКИ. И вот она отправила мне 2 девочки. Оказывается, мы их не заметили. То ли их не было, когда... Просмотрели в первый раз, когда все... Да, когда мы смотрели, почему-то я их совсем не заметил. И вот на съемках Тыгындархана у нас прям там батальные сцены происходят в кинопавильоне. Вот приходят 2 русские девочки. Эти наши костюмеры из Тыгындархана смотрят. Это кто вообще? Это кто такие? Вы кого играете? Начали, одели их, вот, ну, чтобы
Дарья Петровна-то знала, по тому времени одели, по-советскому посадили в УРАСУ и сделали кинокастинг. И вот он сразу, втроем сделали, уже я, Василий Егорович и Никита Ржаков, втроем. Ну и Василию Егоровичу сразу вот понравилась Настенька Короленко. Она в то время училась на 2-м курсе института. Пока фильм вышел, она уже закончить успела. Да, пока фильм вышел, она закончила институт. Ну вот понравилось именно ее вот это, как сказать, наивный взгляд у нее какой-то, вот у нее глубокий. Вот Василий Егорович, оказывается, всматривался в глубину глаз. Вот он, видимо, проводил, он смотрел куда-то вовнутрь, в душу, видимо. Ну и Настя превосходно справилась со своей ролью, я так думаю, потому что роль не только это игра в кадре, но и это экспедиции бесконечные. Это 60-градусный мороз. Было такое, что мы даже несколько дней ночевали у оленеводов в палатках. Да, и не раз у нас были такие экспедиции. И вот она там ни разу не всплакнула, ни разу не показала, что ей тяжело. Когда, как даже и мне было, ну и всей команде было в таких условиях работать очень трудно. Ну и Александру Степановичу, кстати, она тоже очень понравилась. И тоже он сразу увидел ее глаза. Вот она. И в Оленьке Мария Христофоровна, старожитель Оленёкского улуса, это женщина, которая воочию видела вот Капитолину Облезову. Помнит ее? Ага, помнит, она видела ее. И вот мы принесли Настеньку к ней, показали. И вот она так сразу, как только зашла, ой, прям вообще один в один. Вот такая зеленоглазая, световласая. Ну, видимо, это какая-то... То есть вот природное попадание получилось в образ, это так, как-то, это не знаю, почему, ну, может, судьба какая-то, это уже для меня тоже было как-то. А почему, кстати, имя решили поменять в фильме героини? Капитолина же такое, ну не знаю, красивое, редкое имя, запоминается. В спектакле у Василия Егоровича в сценарии ее зовут Лидия. Сперва почему-то ее назвал Лидией. И только потом, когда мы уже во второй, по-моему, экспедиции, когда мы уже начали, когда киносценарий был написан, когда мы уже приступили к съемкам, я нашел настоящее имя, ее, оказывается, зовут Капитолина. Это он потом. Это уже половина фильма была снята. Да, в процессе. И мы решили вот оставить все равно оставить Лидии как спектакль, но отразить ее настоящее имя в титрах конечных. А вот эта вот история, как нашли эти письма, они там где-то под половицами случайно были обнаружены. В 1937 году под молохом репрессий вся семья этой девочки была арестована. Отец, брат, дедушка. Это династия врачей. Их прапрадед по документам, он был при царе врачом, доктором. Это династия врачей, аристократы, прям голубой крови. И вот в советское под молохом репрессий, когда арестовали их родных, мать в попытке уберечь свою дочь, она отправляет ее по своим связям, по связям их отца, по-моему, на север работать. Видимо, мать тоже, наверное, чувствовала то, что и ее скоро не станет, поэтому вот она 19-летнюю девочку, только что окончившую институт, отправляет в Сибирь, по-моему, через Иркутск, а с Иркутска ее привозят в Якутск, а в Якутске у нас в то время, в 1937 году, только вот создаются разного рода культбазы в самых крайних точках, отдаленных нашей республики. Советский Союз расширяется, так скажем. И вот ее, маленькую девочку, 19-летнюю, отправляют в самое
самый край. Это поселок Желинда, Оленёкский улус. Там живут одни оленеводы. Люди На край света, в на край буквальном света. смысле. Воздушная трасса только-только там открылась, и там только-только создается кульбаза, там никаких там ни деревянных домов, ни это. Живут, так скажем, в этих вообще первобытных практически условиях, там, в чумах. Ну и, как мы знаем, она когда прилетает в Оленёк, вот Мария Христофоровна, она вот помнит, как они прилетели на аэроплане с поплавками. Вот она. Это что значит? Ну, который на воду который садится? на воду садится. Ага. Вот она мне рассказывала, как она выходит. Приземлились, там они вышли, какая-то делегация, и вот и все увидели вот эту девочку зеленоглазую. И все удивились. Ну да. Они там пробыли недолго, там, по-моему, только попили чай, сели обратно в самолет и полетели дальше, в поселок Желинда. От Оленька еще 300 километров где-то. Там можно добраться только зимой по зимнику, в теплые времена года туда добраться очень сложно. И вот для нее в Желинде построили маленькую амбулаторию, там практически 3 на 3 или 2 на 2, вообще как маленький такой. Ну, это трудно назвать домом. Ага. Но, тем не менее, видимо, ну, а там-то и деревьев нету, и это они откуда-то принесли, там чуть построили, и вот поселили ее туда, рядом с чумами. Рядом с этой амбулаторией стояли вот эти чумы, разные, а в чумах было вот эти, как дощечка, на дощечке написано там «школа». Табличка. Таблички. Ага. А в следующем чуме там библиотека, там, в следующем чуме там что-то какой-то райцентр. И вот рядом с этими чумами ее маленький вот этот домик, амбулатория. Она прожила очень недолго, только 1 год. Как только вот она приехала, начинается вот это волнение, и назревает вот Великая Отечественная война, поэтому воздушная трасса закрывается. Она-то там вообще практически без медикаментов, без ничего. Там один маленький ящичек был, там каких-то таблеток, там аспиринов и так далее. Воздушная трасса закрывается, и все, и связь с внешним миром у нее теряется. Она там застряла. Она конкретно там. Ага. И еще плюс весной встает эпидемия брюшного тифа. Все ее окружение вот, родами, племенами, уросами начинают вымирать люди. А у нее была вакцина, ну, в этом чемоданчике, но совсем немного. Но все-таки она начала работу по вакцинации, потом все-таки последнюю таблетку по закону врача она должна была Для нее быть. Да, сперва принять Сама. чтобы спасти больше людей. Да? Но она почему-то решает вот эту таблетку все-таки оставить, и до конца она ее никому не дает, она с собой носит. И в конце концов эту таблетку вместо того, чтобы принять и спасти себя, она отдает маленькой девочке Ивенкике. Жертвует собой. Жертвует собой. Ага. Ну, это тема такая милосердия. Я вот встречался с внуком вот этой девочки спасенной. Он сейчас работает в Оленёкском музее. Они очень тоже вспоминают про это, помнят этот поступок. Она всегда писала письма своим родным. В надежде, что самолет, наверное, после того, как ее принесли, может, 1-2 раза самолет прилетал, она посылала своим родным письма. Но когда воздушная трасса закрылась, она не перестала писать письма, а начала копить. Видимо, чтобы когда утрясется, когда будет самолет, чтобы отправить, да, потом отправить. И вот эти письма, после того, как она заразилась,
перед смертью она вот в своем маленьком домике, в амбулатории опустила вот под половицы в щель. И как эта история увидела свет? В Желенде решили построить новую больницу. На месте, где вот стояла амбулатория нашей Капитолины. Стены, конечно, разрушились, остались половицы, они нетронутые лежали несколько там, лет 50-60, да? И вот когда начали вскрывать эти половицы, когда под ними нашли вот эти письма. Передали в музей, начали изучать эти письма, от кого, что за история. Конечно, все были удивлены. А в то время Василий Егорович был корреспондентом. Он летел со скалах, и по каким-то погодным условиям их посадили в оленек. По-моему, он там 2 или 3 дня пробыл в оленьке. И вот совершенно случайно он узнал про эти письма. Ему сказали, рассказали. Он увидел, ознакомился с этой историей. И вот на протяжении сколько там десятилетиями держал в себе вот эту историю. И вот совсем недавно, лет 7-8 назад, он написал спектакль. Ну, он вообще интересный такой был человек, много историй знал и как-то их. Я вот в последнее время очень близко познакомился с Василием Егоровичем. Он, даже моя жена, мои дети очень хорошо его знают. Мои дети его называли дедушкой. Он к нам любил у нас гостить. Всегда называл мою жену красавицей. У нас такие хорошие такие вечера были, разговоры. Сроднились практически? Да, практически сроднились. А почему он тебе предложил этот фильм снять, экранизацию сделать? Как ты думаешь? Или что он говорил, почему именно тебе? Видимо, потому что мы с ним очень сблизились. И он конкретно сказал то, что только ты. Больше никто. А вот подробности я не знаю, почему так. Так вот, да. Получается, сам он тебя нашел, история тебя нашла, и просто деваться уже некуда было. Так? Просто деваться некуда было. Судьба. Он такой все, если вы знаете Василия Егоровича, он в жизни был исследователем. Он неспроста там, он не фантазирует, это у него всегда какие-то наблюдения из жизни, это наблюдения из его личной жизни. Там. А вот как ты считаешь, сейчас вообще оправдано было то, что все съемки были натурные, то, что вы там зимой мерзли? Конечно. Вот я после того, это был очень такой, для меня это был очень такой тернистый, очень такой трудный путь именно по реализации этого проекта, вообще реализации этой истории. Начиная от, я рассказал про съемки, там было холодно, основной удар я ощутил вот во время монтажа, когда фильм уже был снят, когда я сидел за монтажным столом, я уже на съемках-то еще чисто такие технические, организовать съемки, там, работать с актрисой. Если мы, все прекрасно знают, что кино это как при съемках это кусочки. Некоторые артисты даже не понимают, что они играют, да? А кино-то все равно собирается и рождается на монтажном столе. И вот когда я начал монтировать, когда история начала принимать какие-то формы, вот тут я еще глубже погрузился в эту историю. Каждый раз при монтаже сцен я практически все это переживал. Для меня это было очень сложно. Именно в душевном плане. Слезы накатывались, конечно, постоянно. Ком в горле. Иногда бывало даже такое, что прямо я боялся уже подходить к компьютеру, к монтажному столу, потому что опять все это переживать, поэтому все это монтаж через силу у меня. Еще плюс в это время
Когда уже фильм практически был готов, ушел из жизни Александр Степанович Иванов, глава Оленегорского ВУЗа. Это было, конечно, очень большим потрясением для нас, потому что с Александром Степановичем я вот на протяжении тех 3,5 лет очень близко подружились. Такой очень открытой души человек, такой очень умный, с ним очень приятно, ну, вообще приятно его даже вообще находиться рядом с ним, когда. Но это было, конечно, для нас было это ударом с Василием Егоровичем. Не стали отчаиваться с Василием Егоровичем, уже как-то приняли, если что. Ну, у меня все равно была цель закончить этот проект. Мы уже сделали первый черновой монтаж, когда после ухода Александра Степановича. Черновой монтаж я уже практически закончил, у нас уже была картина. И я показал Василию Егоровичу до Нового года, где-то 27 декабря, по-моему, я его позвал к себе домой, чтобы уже показать картину, что у нас получилось. Посмотрев, конечно, Василий Егорович был очень рад. Он в последнее время тоже очень начал спешить. Я вот это не понимал. Прям, Саша, все, давайте быстро, завтра. Торопился, ага, завтра заканчивайте со звуком. Как можно со звуком, если специалисты берут на это 3 месяца, они, ну, надо по-хорошему. А завтра, послезавтра заканчивать звук, это нереально. Ну, я тогда что-то не... Куда он торопится? Да, я что-то не понял, как это торопится. И вот 28 декабря я показываю Василию Егоровичу, все, он доволен, я доволен, все, делаем, дальше отпускаем фильм. Ну, я такой черновой вариант сделал, сам сделал звук, сам примерно поставил музыку, ну, такой, чтобы смотрибельно было, все-таки, ну, не привлекая специалистов. Василию Егоровичу очень понравилось, все, я как-то от души отпустила, наконец-то. Монтаж, если знаете, тоже это не... Взял и не сделал. Это монтаж делается, ну, несколько вариантов. Черновой монтаж, второй черновой монтаж, третий, потом чистовой, потом доводка, там несколько. Это очень долго и нудно, надо над этим работать. Потом я плюс вот со звуком, с этими делами все это закончил, показал Василию Егоровичу и праздновали Новый год. На Новый год звонит Василий Егорович. Саша, фильм будем показывать, премьеру. Я говорю, как это премьеры? Подождите, еще ничего не готово, там звук же это все черновое, там и музыка черновая. Нет, готовься, вот послезавтра уезжаем в Оленек. Как? У меня вот Новый год, только с семьей собрали. Ну а что, как он скажет, как отрежет, конечно, там уже не поспоришь никуда. Конечно, попытался, там, ну, может, давай чуть-чуть это оттянем, после выходных поедем. Нет, послезавтра, все, готовься. Взял фильм, был даже чуть-чуть зол на Василия Егоровича из-за его спешки. Как так можно это фильм? Мне-то хочется показать нормально, с хорошим звуком, с хорошей музыкой. Но тем не менее, мы поехали на презентацию фильма «Белый ангел тундры» в Оленегский район. Вот в январе месяце, в выходные, вот в последние выходные презентовали фильм. Было открытие нового этнокультурного центра «Илькит», такое очень каменное, красивое здание, дворец культуры. И вот там показали, и да? Вот первый фильм. Вот только ленточку разрезали, и вот первый фильм, который был показан на большом экране в этом этнокультурном центре, это был «Белый ангел тундры». Планировалось, и мне-то чуть-чуть неудобно как-то. Ну ладно, один раз покажу. Что недоделанный еще, как бы? Я вот вышел на сцену, там всем объяснил, фильм недоделанный, пожалуйста, там один раз. Стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Один раз показали, прям весь зал в восторге, все Оленегские, прям все женщины. Все плачут? Все плачут, все к Василию Егоровичу. Я хотел один раз показать, пришлось показать, по-моему, где-то 5 раз там.
В день мы показывали 2 раза, и прямо эти женщины, которые посмотрели первый раз, там заходят второй и третий раз, там, и постоянно 5 сеансов, и 5 сеансов, прям зал был забит битком. Василий Егорович, я очень рад, что так получилось, то, что мы все-таки... Я мог бы же отказать, там, Василию Егоровичу сказать, то, что фильм не готов, там, спрятать. Что он на этой премьере побывал и увидел. Да, я бы мог просто все это закрыться, сказать, нет, там, не буду показывать, покажем только тогда, когда будет готово. Но так хорошо сложилось, то, что мы поехали все-таки, показали, и вот он взял вот это. Ну, увидел и почувствовал и признание народа, когда вот все к нему. Мы уже после вот 2 дня почти крутится наш фильм. У людей просто там оленёкцы фурор, там прям это. И Василия Егоровича в гостинице нет уже, по-моему, 3 дня его не было в гостинице. Там прям с кино выходим, все, он на расхват, там пытаются к себе, там, и там прям ходил по гостям он, как самый этот. Ну, я думаю, он тогда, я вот помню его лицо такое вообще счастливое, как будто так был он рад. Ну, не прошло и практически месяца, как мы приехали, и как-то неожиданно для меня и для всех, я думаю, Василий Егорович ушел из жизни. Но вот ты как считаешь, это все-таки как его фильм, да? Конечно, это его фильм. Это фильм «Оленёк». Ну, это фильм, да, это был его фильм, конечно. И с самого начала он очень переживал и за актрису, и за съемки, за всех. И вся вот эта организация именно по сбору информации. Ну вот смотри, у тебя был уже опыт исторических фильмов, но если даже не считать Тагандархан, да, вот «Государственные дети» тоже исторические. Чингисхан. Ну, Чингисхан, да, Чингисхан. Имеется в виду советской эпохи, да, вот тоже исторический фильм. И зрители в комментариях там где говорят, что это прям советское кино. В хорошем смысле. Ну вот советское кино. Вот для тебя это комплимент? Конечно, комплимент. Если бы услышали мои мастера эти слова, они были, наверное, довольны. Николай Николаевич Кошелев, Игорь Федорович Масленников. Я же учился, меня зарядили этим советским кино. Я 5 лет практически пересмотрел, 5 лет мы в университете в Санкт-Петербурге смотрели фильмы Ленфильма. Я сам не стремлюсь, чтобы это было, когда я работаю, чтобы все было советское, там, и чтобы, но оно как-то так получается. И вот почерк, оказывается, да, говорят, вот есть у художника почерк, ну, кинорежиссеров тоже, вот, можно понять, вот этот кинорежиссер снял вот это кино. Я как-то это не верил, а потом, после «Белого ангела», видимо, почерк все-таки есть. Ну, давай про второй фильм тоже немножко поговорим. «Бегун Белыр». Ну, совершенно другой жанр, да, легкий, фантастическая комедия, такое немножко назад в будущее. Сейчас вот вышла вторая часть. Вообще, про вторую часть было заявлено чуть ли не сразу после выхода первой, что будет вторая часть. Потому что была заявка в первой части, была такая открытая концовка. Ну, это такой рискованный фильм был. Вот когда мы начали работу над первой частью, это в основном сняли на средства молодых ребят, начинающих бизнесменов, там, скинулись деньгами, кто сколько может, там, кто по 50 тысяч, кто по 100 тысяч, у кого уже средний бизнес, там, по-моему, там, по 200 тысяч, это был самый большой взнос. Большой взнос. Ну, и так как их было много, какая-то сумма набралась вот на первой части. Но это был, конечно, риск Сандала Байшева, это продюсера. Сандал Байшев, мы с ним работали на кинопроекте «Тагандархан». Он был экономистом нашего, в Тагандархане. И вот, видимо, в процессе съемок ему пришла идея все-таки после
после выхода фильма «Тыгын-Дархан», чтобы эта команда не распалась. Ну, есть же уже отработанный механизм, есть уже люди, которые... И тем более уже есть команда, которая имеет дух, который может еще дальше работать. И вот он, чтобы не отпускать вот эту команду, он вот такой пошел на такой риск, собрал вот этих молодых бизнесменов, собрал деньги и сам же написал примерную идею фильма. Ну, тоже это, чтобы использовать материалы, одежду, утварь. Ну, чтобы ничего не пропало. Чтобы ничего не пропало, да. Из кинофильма «Тыгын-Дархан». И вот, когда мы уже приступили к съемкам, вот этот фильм мы снимали где-то 24 дня. Но все равно подготовка была, я же говорю, когда приступаешь к кинопроизводству, самый главный этап — это подготовительный этап. Это когда кино, оно должно уже родиться до съемок, когда уже на бумаге, когда уже все на цифрах, на бумаге, на маленьких картинках, уже у тебя возникает фильм, а процесс съемок — это уже воплощение этого замысла, который у тебя в голове. Техническая вот это, именно работа с командой, работа с актерами. Ну вот, приступили к съемкам, поехали в село Чурапча. Ну и так как команда после Тыгын-Дархана проекта, она была уже на взводе. Заряженные, да, которые уже не надо там никому ничего объяснять. Сразу пришли и начали работать, и прям колесо-то уже крутится. Да, оно покрутилось дальше. И вот так, с хорошим таким настроением, с запалом мы вот это приступили к съемкам и сняли. На одном дыхании все сняли. Конечно, самый риск был у ребят, которые вложили эти деньги. Ну, они не прогадали, фильм же очень успешный был в прокате. Ну, до конца, до проката, до выхода фильма, я вот помню Сандала Байшева, когда он даже перестал причесываться. У него каждый день вот такой потерянный взгляд. Уже там, видимо, эти ребят, ну, он-то, кино прокатывать — это тоже совсем другая там работа, там совсем другие качества надо иметь, там разговорные, это совсем, это не производство, прокат фильма — это совсем другое. Ага. Ну, я верил, что фильм он выстрелит, а вот у него были сомнения, ну, у него риски большие были. Ну, и первая часть очень хорошо, конечно, зритель наш воспринял. Ну, у нас любят комедии. Ну и ко второй части всегда как-то больше ответственности уже. То есть она должна быть не хуже, чем первая. Я работал над первой частью, ответственности-то не было. Ну, разве что перед Сандалом. После выхода первой части появились поклонники этого фильма, жанра. И, конечно, появилась и выросла ответственность перед зрителем. Но, тем не менее, команда была та же, работать было очень легко, команда слаженная. Я режиссер очень мягкий. Бывают режиссеры-тираны, а бывают такие мемли. Я вот более похож на второй. То есть тебя можно переубедить, сказать, нет, так сойдет. А у меня вот это тоже же школа, меня так учили. Я люблю работать в команде. Я стараюсь всегда услышать, а вдруг там появится что-то интересное, кто-то предложит, да? Да, что-то интересное. Первая часть была практически, воплощение на мне. Все слушались меня, как режиссер. А на второй части команда, она осмелела, одухотворилась. Окрепли, в себя поверили. Поверили в себя после первой части. И вот начало. Вот тогда мне вот это было трудно. Со всех сторон, с утра до вечера. Гениальные идеи. Гениальные идеи. А давайте снимем так. А давайте... Нет, может, он это так сделает. А потом, конечно, это все... Чуть-чуть подустал, и вот под конец пришлось стать тираном. Там, уже подпускать себе не всех, а там, уже избранных только. Слушай, мы вот с тобой давно знакомы, но я, тем не менее, к интервью готовилась, и я поняла, что я не знаю, когда ты попал в кино, потому что вот ты как будто всегда был там, с Чингисхана начиная. Я сам родом из Намского улуса.
Я учился в средней школе номер 1 и был руководителем кружка видеооператоров с 9 класса. Я работал, был руководителем. У меня на полставки. Мы снимали с ребятами, там, со своими сверстниками, снимали мультфильмы, передачи, делали даже маленькие коротенькие фильмы. И как-то после окончания школы я, не раздумывая, поступил в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Мне было тогда 16 лет. Но считается, что режиссер — это профессия для взрослых. Вот в 16 лет я поступаю, прилетаю в Санкт-Петербург, уже учиться, такой весь режиссер, еще одел такой, у меня костюм от выпускного, мне родители подарили, прям белый-белый, в крапинку еще какой-то с блестящими, весь прыщавый, режиссер маленький, новоиспеченный, из Якутии прибыл. Заводят меня, так скажем, в аудиторию. Там сидит Игорь Федорович Масленников, такой весь красный, такой, весь седовласый, с красным огромным носом, с очками. И так грозно на меня посмотрел. Что такое, что за прыщавый мальчик? А он, оказывается, в то время, впервые набрал курс. Он до этого не преподавал. Не преподавал, мастерством не занимался. Впервые набрал курс из уже таких состоявшихся, уже зрелых. 12 человек набрал. Я уже стал 13-м. Самому младшему было 32 года. А самому взрослому, так скажем, 54 года. И ты в эту компанию 16-летний попал? 16-летний. Он такой сразу вызвал меня и сказал конкретно: ну ладно, я вам даю 1 год, но если вы в течение 1 года не проявите себя, то нам в следующем году с вами придется распрощаться. Конкретно сказал, ну и я отучился 5 лет. Был одним из лучших. Как я окончил первый курс, вот первое лето я прилетел, и в Сахафильме была работа над проектом «Черная маска». Помните? О, да. Легендарный первый якутский фильм. То есть ты там поучаствовал? Я и там поучаствовал. Я делал монтаж с Кешей Амусовым, с Иннокентием Амусовым. И уже на следующую картину «Журавли над Ильменем» меня позвал уже ассистентом режиссера. Но время у нас подходит к концу. Давай последний вопрос, прям быстро-быстро. 5 фильмов, которые надо посмотреть обязательно. «Летят журавли», «Тыган-Дархан», «Монгольский пинг-понг». Ага. Ну, все, по-моему. Все, 3 фильма. 3 фильма. Посмотрите. Все, спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.